Камбожап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 6. Жизнь Лхасы. Часть 31. 10 февраля. Сегодня перед самым закатом солнца происходил обход 2 шабдегма. Они шли в своих шапках с обычными жезлами в руках. Их сопровождали по несколько гейков и табьёков. Свита усердно выкрикивает знакомые нам слова «Паджук-джи». Во время таких обходов домовладельцы должны держать в чистоте прилежащие улицы, а духовные вовсе не должны показываться обходящим на глаза. Говорят, что эти обходы стали происходить после упомянутых выше беспорядков с непальцами, учиненных духовными во время Монлама и как раз в сумерки. Попавшихся по неосторожности или тут же наказывают розгами и отпускают, или сажают в кутузку, освобождение из которой уже обуславливается уплатой известного денежного штрафа. 20 февраля. Сегодня 15 число первой луны. Утром происходило так называемое круговращение Маитреи, по-тибетски джамкор, то есть обнесение кругом квартала Джу, изображение Маитреи, Будды будущего мира. Церемония эта весьма пышно обставляемая в монгольских и бурятских монастырях, проходит здесь совершенно незаметно при весьма небольшом стечении народа. Этот Будда будущего едва ли не больше почитаем настоящего Шакьямуни. Замечательно вера в будущее. Даже Будды не вечны и должны уступить свои места другим. Нет надобности заботиться о настоящем, а можно заботиться только о будущем. Нужно примириться со всеми невзгодами в настоящее время, потому что они не вечны, а заботиться исключительно о лучшем будущем. Вечером были устроены обычные в ламаистских монастырях жертвоприношения 15 числа. Джунгай-Чодба. По улицам квартала Джу на высоких столбах и подставках выставлены различных размеров щиты, натянутая на рамы яковая кожа, с барельефными фигурами и узорами из масла, окрашенного в разные цвета. Эти фигуры налепляются на щиты. Более крупные фигуры делаются в черне из дерева, затем облицовываются маслом. Перед ними поставлены столы, на коих горят светильники. Все щиты обращены тылом к Джу, то есть поставлены по правую руку от идущего по Солонь. Столбы, по-видимому, не закапываются в землю, а укрепляются кучами камней. Особенно большими размерами щитов и изобилием и художественностью фигур отличается чодба далай-ламских казначеев, устроенная у главных ворот Джу и 2 дасанов Джут, помещенных на восточной улице квартала. Таких чодба чрезвычайно много, и каждая устроена на средства отдельных монастырских общин. Фигуры лепятся особыми мастерами-монахами за особую плату, которая соразмеряется с искусством мастеров. Когда с наступлением ночи зажигаются светильники, выходцы подлежащих улиц окарауливаются тибетскими солдатами для того, чтобы не допускать народ, пока не осмотрит чодба административной власти, в числе коей первое место принадлежит, понятно, Далай-ламе и маньчжурскому амбанию. Далай-лама осматривает чодбу только тогда, когда он специально поселяется в Лхасе, в самом городе.
В нынешнем году его нет в городе, поэтому осматривали Чотба маньчжурские амбань и местные князья и перерожденцы. После осмотра высокопоставленными лицами к Чотба допускается простой народ, который, как упомянут уже раньше, вообще очень падок на зрелище. Женщины и мужчины ходят толпами и, взяв друг друга за руки, с громким пением пляшут перед каждой группой Чотба. Многие ходят с факелами. Это удовольствие продолжается до поздней ночи. Под конец, как передавали мне, выступают различные хулиганы, которые ловят одиноких женщин. А в этом преступлении особенно попадаются природные китайцы, но еще в большей степени китайцы от местных матерей. 21 февраля. От вчерашнего Чотба уже ничего не осталось. За ночь успели их убрать. Камни сложены на боковых улицах в кубы. Они затем будут снесены благочестивыми монахами и простолюдинами на реку Уй и прибавлены к плотине, которая таким образом ежегодно надстраивается. Плотина эта, или, вернее, обкладка правого берега камнем, как бы набережная, сделана там, где течение реки отклоняется к правому берегу. Ниже этого места набережной нет. Небольшой участок ее есть только у Норбулинха. 22 февраля. У набожных ламаитов в большом обычае поднесение пожертвований духовенству лхасского манлама или деньгами, или, так сказать, натурой. Последнее состоит из поднесения духовенству похлебки, тукпа и чая. Самым дешевым, а потому более доступным и обычным, является подношение чая, по-тибетски манджа, то есть чай для множества, который обходится приблизительно в 120 санов местных монет. Это 160 рублей на наши деньги. Я со своей стороны, следуя, во-первых, обычаю среднесостоятельных богомольцев, каковым я был известен среди духовенства, а во-вторых, по своему взгляду, почему же не выразить свое сочувствие просвещению народа, которое у ламаитов выражается пока лишь односторонним изучением богословия и отчасти мистицизма, внес еще осенью 20 санов монет, 2 лошади и лошака в казну лабранского Чандзада, откуда мне выдали квитанцию в приеме стоимости 1 манджа большого манлама. Лабран Чандзад называется казначеи или правители имущества дворца Далай-ламы при Джовахане. Вчера через Гергена Брайбунского Камцана Самло объявили мне, что чай моего имени будет подноситься сегодня утром, и чтобы я к тому времени был совершенно готов и приготовил бы 3 пачки курительных свечей, а также представил бы свой доклад, то есть текст тех пожеланий, к исполнению коих я стремлюсь подношением манджа духовенству. Текст этот я заготовил при помощи ламы-тибетца, который составил его по шаблону подобных речей. Придя ранним утром с 3 пачками курительных свечей, опоясанных красной бумажной лентой, так как чай подносился за здравствующих, за умерших белой ленточки, я встретил здесь Гергана Самлосского Камцана, который был одет в свое лучшее платье. Когда младший шамо, заведующий специальным разливанием чая, привел вереницы разливальщиков и поднятием своего жезла на плечо, вроде военного ружья вольно, дал знак начать разливание, разливальщики поспешно стали наливать чай в подставляемые монахами деревянные чашки. Когда они кончили разливание, в средних рядах старший шамо
встав в нижнем конце главного прохода, снял свою шапку и мантию и сложил на сень по-тибетски, архимжи по-монгольски. Услужливо растянутый двумя монахами, сидевшими друг против друга по обеим сторонам прохода, сделал 3 молитвенных поклона, приставляя лоб к своей поднятой шапке, так как делать поклоны ниже не позволяют. Во-первых, его ужасно тяжелый костюм, а во-вторых, и грязь пола, облитого чаем с маслом, к которому неудобно прикасаться не только нарядным костюмом, но даже самой оборванной юбкой монаха-пролетария. После этого он снова надел свою мантию и, держа шапку в руке, начал читать тексты докладов тех лиц, которые в данный период подносят чай. В это время меня с камцанским горганом вел на конец главного прохода лама, депутат от лабранских чансатов. Он взял в руку одну пачку курительных свечей, которую дал камцанскому горгану, а 3 мне, и всем нам 3 зажгли их. Лишь только кончилось чтение старшего шамо, мы один за другим в вышеназванном порядке стали проходить между рядами духовных. Когда дошли до дверей Джу, то вошли в храм и поклонились статуе Джу Ринпоче. При самом входе в комнату Джова свечи отбираются и выдаются при выходе. Затем мы обошли 1 раз внутренний храм Посолонь. Этим завершилась церемония, и у нас отобрали остатки пачек свечей. Остатки этих свечей продаются по 2 монеты, а новая целая пачка стоит 1 монету, желающим благочестивым людям. Они покупаются с верой в особенную их целительную силу, как служивших такому множеству духовенства. С той же верой в благотворную силу покупаются и палки геиков по 20 копеек. Депутату за сопровождение полагается уплачивать 2 монеты, камцанскому горгану 5 монет, но кроме этих узаконенных расходов со стороны жертвователя, к нему пристают находящиеся вблизи геики, прося на водку, на чай, что в большом обычае в Центральном Тибете даже в гораздо большем, чем в нашем Отечестве. Скупящийся на несколько монет должен как можно скорее покинуть храм. Когда я пришел в квартиру, то явились поздравители из служителей Камцана, которых тоже неудобно отпускать с пустыми руками, и нужно дать хотя бы по 1 монете. 26 февраля приехал из нашего Отечества Агван Доржиев вместе со своими спутниками, бурятами и ставропольским калмыком Овше Нарзуновым, который взялся сделать снимки для Императорского русского географического общества. Он снабжен таким же аппаратом, каким я уже с осени делаю снимки. Чтобы не возбуждать разных толков, я скрываю аппарат, как и вообще от всех местных жителей, не исключая и бурят, моих земляков, и монголов различных аймаков. Непосредственно мне не пришло никаких вестей с родины, но от вновь приехавших я узнал подробности боксерского движения, охватившего тогда северо-восточный Китай, о чем очень смутные слухи уже раньше доходили из китайских и монгольских источников. 1 марта. Сегодня, 24 числа, 1 луны, происходило обычное сжигание 2 дукджуба, шестидесятников, то есть 2 больших соров, так как дукджуба – тот же сор. Дукджуба состоит из деревянного столбика, прикрепленного к квадратной доске с 4 углов, которого к верхушке столба идут картонные полосы красноватого цвета. На полосах этих узорчатые вырезки, очень красивые,
долженствующие изображать огненные языки. На верхушке столбика прикрепляются сделанный из теста белый череп. В промежутках между полосами еще бумажные украшения. Шестидесятником он называется потому, что служит в течение целого года из 60-летнего периода предотвратителем разных несчастий и бедствий, насылаемых нечистыми духами, врагами людей и религии. В чтении молитв и церемонии сжигания участвуют два дацана – Брайбунский Акпа и Паталский Намджал. На церемонию сжигания явился галданский Серти или наместник Занхавы, о котором будет сказано подробно в 11 главе. Он шел впереди всех в предшествии старшего Шамо, который нес зажженную пачку курительных свеч. Сзади него тянулись другие знатные люди. Немного поодаль, по обе стороны, шли один за другим монахи двух вышеназванных дацанов в лучших парадных костюмах, держа в руках идущие впереди медные тарелки, ручные музыкальные инструменты, а идущие позади барабаны с деревянными рукоятками. Еще далее, уже по краям улиц, шли пешие солдаты с фитильными ружьями, из коих они попеременно стреляли холостыми зарядами в сторону. Тукжубы выносятся и сжигаются на площади перед домом маньчжурского амбаня в двух кострах, устроенных из сена наподобие конуса, причем островом служат длинные шесты из сырого дерева. Лишь только бросят тукжубы в костер, беднота бросается к кострам, желая достать что-нибудь из узорчатых украшений, а еще более недогоревшие шесты. Процессия после всего возвращается тем же порядком. Вслед за этим происходит пальба из пушки в гору, находящуюся против Паталы, на той стороне реки Уи. Медная пушка вкапывается в землю на поле перед Паталой. Я не подходил к самой пушке, но наблюдал стрельбу с некоторого расстояния. Сначала делают 3 выстрела холостыми зарядами, а затем 4 ядрами. Существует поверье, что гора эта, на которой находится могила злого хана Ландармы, известного гонителя буддизма в Тибете, понемногу приближается к реке и постепенно теснит воду к правому берегу, чтобы в конце концов совершенно загородить ее русло и, направив ее на город, потопить Лхасу с ее святынями. Для отвращения этого бедствия ежегодно обстреливают ее в этот день, после чего она отодвигается назад на прежнее место. Те люди, которые приносят обратно ядра, освобождаются на год от подати, поэтому там ожидают постоянно человека 4, чтобы добыть упавшее ядро. Прицелом служит черная палатка, поставленная ближе к вершине горы. Мне передавали, что в этой палатке привязывают козла, но за достоверность этого не ручаюсь, так как не удалось добыть более точных сведений. Ядра, поднимая много пыли, падали не особенно близко от палатки, хотя стрелявшие, по-видимому, старались прицелиться в нее. Конец 31 части.